Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Самое жестокое отношение к самым лучшим собакам – это Якутск. И самое трудное спасение – это тоже Якутск. С какими только препятствиями мы там не сталкивались за эти годы. И вот еще одно. В ППЖ запрещена видеосъемка. Запрещено фотографировать собак на всей территории. Ведь именно видео помогает собаке быть замеченной. Именно видео помогает собаке спастись. Когда показываем бедолагу, неравнодушные люди отзываются. Или куратор, или сразу в семью. Но именно видео помогает. Кто-то помогает с оплатой, а кто-то сразу согласен взять в семью. ППЖ окончательно превращается в концлагерь. Им все равно, собаку заберет куратор или семья, или она погибнет. Вот такая новость пришла из Якутска. Любой приют, любая передержка, везде рады, когда приходят люди, волонтеры, когда с собаками общаются, когда собаки видят людей, чтобы психика не свихнулась в клетке и от грызни сильных на слабых. Это очень важно, не свихнуться психике. А там, наоборот, закрыли двери для желающих посетить это место на бессрочный карантин аж 22 ноября 2022 года. И чтобы никто не зашел и не увидел, даже домашних, сданных только что хозяевами в ППЖ собак. А теперь еще и фотосъемка собак запрещена. Как вы думаете, какая цель? А вдруг в съемку попадут драки, грызня, покусанные в крови? Директору ППЖ этого не надо, не нужны неприятности, ведь это же скандал. Пусть грызутся за закрытыми дверями, а трупы соберут, сожгут, и никто не увидит. Спасение, друзья, продолжается. Хотя бы тех, кого уже вытащили из страшного места. Сейчас на якутских передержках ждут вылет несколько собак. И, как говорится, уже не до выбора. Схватили кого смогли. Без выбора, без фотосъемок. Все там смертники. Вот как-то так. Сейчас мы не можем делиться с вами нашими планами. Врагов там прибавилось. Противников вывоза собак, умри, народинцев, тоже много. На всех уровнях власти. Сделано все, чтобы волонтеры бросили спасать якутских собак. И что? Значит, бросим? Нас с вами остается все меньше. Но мы команда спасателей. И можем же еще кого-то спасти. Ну сколько сможем. Друзья, пожалуйста, помогайте. Помогайте им. И мы будем кого-то успевать спасти. Я очень надеюсь на ваше понимание. Спасение жизней стало не только дороже, но даже показывать-то многих не можем, чтобы не подвести человека. Поэтому прошу помощь на тех, кого спасаем, но показать пока не можем. Показывать будем уже по факту прибытия в Москву. Да, друзья, вся надежда на ваше доверие. Надеюсь, мы заслужили его за эти годы. Друзья, в прошлом ролике мы показали Наюми, ласкушку, перед отъездом. Вместе с ней уехали на пристройство еще 3 собачули, 3 якутенка, спасенных ранее.
из Якутска. Показываем уехавших. Кроме пакета документов, прививок, обработок, собачулищу надо привести в порядок. Вот идет помывка перед дорогой. Наши якутята должны выглядеть прилично, ведь они у нас лучшие. Наши якутята должны быть чистыми, ухоженными. Тогда у них больше шансов выдержать конкуренцию и быть пристроенными. Итого, еще 4 повезло. Они будут жить и не только. Они будут жить счастливыми, в любви, со своей полной миской, в тепле и заботе. Все благополучно доехали до места. От всех ждем первые приветы из дома. Мы будем вам о них рассказывать. Якутск. Котейку принесла пожилая хозяйка на усыпление. Уезжает на лечение в другой город. И он не знает, что пошли последние минуты его жизни. Врач послала волонтерам кадры здорового, красивого, пушистого кота. Вы знаете, друзья, что спасение кошек остановилось из-за непристроенных тех самых 4 котят и мамки с котенком. Ни одного звонка, ни одного не пристроили, хотя котята с анализами, здоровые, с прививкой. Поэтому мы этому коту искали варианты пристройства в Европе. Отозвались взять на пристройство. Но мы должны оплатить самолет в Москву и дорогу в Европу. Нам также нужна ваша помощь. Ну, раз не берут у нас здесь, то что-то же должны мы придумать. Какие-то варианты есть для спасения или пойти на то, что его усыпят. Друзья, важная информация по сайту Donation. С 17 августа не приходят ваши переводы. Причину не знаем. Техподдержка молчит. Поэтому пока деньги не переводите. Как только заработает, мы сообщим.